Сегодня мы говорим о третьем способе, как Бог разговаривает с людьми. Ой, ну да, с людьми, с тобой, со мной. Первый– это через Слово Божие, второе– это через помазание, и третье– мы говорили об этом, что Бог разговаривает через людей. Я хотел бы, вот сейчас все вы здесь сидите, большинство из вас, вы прочитали весь Новый Завет, я уверен, по нескольку раз. Многие из вас, вы помните какие-то отрывки или места Писания из Нового Завета, которые вам приходят на ум, когда дело касается, что Бог использовал людей для того, чтобы говорить жизнь других людей. И большинство этих мест Писания, такая маленькая подсказка, оно находится... или они находятся в Деяниях апостолов. Вот я хотел бы, чтобы вы мне сегодня помогли и подсказали несколько историй из Деяний апостолов, где Бог через людей разговаривал с другими людьми. Давайте, друзья, давайте. Вот теперь мне нужна ваша активность. Ты сразу начала, да, с самого центрального. Филипп и Евнух. Помните, да, эту историю? Когда эфиопский евнух, человек, который был приближен к императрице, он ехал на колеснице, читал пророка Исаию, и он какие-то вещи не понимал. И Бог сказал Филиппу, чтобы он пристал к этому парню, подсел к нему на колесницу и объяснил какие-то вещи. И все это чем закончилось? Этот человек принял спасение, и этот человек, знаете, что Эфиопия – это место, где христианство было принято одним из первых. Наравне где-то с Арменией, примерно в те же самые, чуть-чуть, может быть, позже, но это вторая или третья страна, которая стала официально христианской страной. Вы знали об этом? Можете историю посмотреть. Может быть, как раз этот дяденька, которому говорил Филипп, он был, да, человек, через которого пришло пробуждение в Эфиопию. Слава Богу. Есть еще варианты у вас? Что вы вспоминаете из Деяний апостолов? Так, подождите, Савл и Анания. Это когда Савл прозрел, да? Ну-ка давайте, напомните мне, что там было. Помните эту историю? Савл ослеп, он был подлец последний, встретился с Богом, ослеп, но так как он в сердце все равно имел что-то хорошее, Бог в нем это нашел, Бог ему сказал некоторые вещи. Что дальше происходит? Бог сказал Анании, иди туда и скажи Савлу какие-то слова о том, что ты будешь проповедовать перед царями и о том, что ты много будешь страдать за имя Христово. И в конечном итоге этот человек возложил руки на него, и Савл прозрел. Еще. Анания, Сапфира и Петр. Это вообще страшный проповедник. В некоторых церквях таких проповедников бы на следующий день поперли бы, не дали бы им больше проповедовать в кафедре. Потому что когда зашел человек, который принес кучу денег, Петр ему говорит, помните эту историю? Петр ему говорит, ага, это ты тот самый мужик, который решил солгать Духу Святому. Ты притащил часть денег и делаешь вид, будто бы это вся сумма. И что он ему сказал? Зачем ты решил солгать Духу Святому? И он тотчас умер. Спасибо, вы практически цитируете. И он тотчас умер. Приходит тетенька, жена его, через какое-то время. И я не знаю, хорошо это или плохо, что раньше не было сотовой сети. Ее никто не успел оповестить, я не знаю, где она была. Она приходит такая счастливая, думает, ну сейчас наша семья-то, она в почете в этой церкви. Заходит, открывает двери, и Петр опять ее спрашивает. Да, вот вся ли сумма была пожертвована, как это преподнес твой муж? О, конечно, Петр, вся. И он говорит, ну что ж вы за люди такие? И дальше что он сказал? Я вот слышу, входят в двери те, которые похоронили мужа твоего, и с тобой они сделают то же самое, и тетенька тоже замертво умерла. Мы хотим, чтобы такие люди с нами разговаривали? Тут охота, чтобы лично Дух Святой с нами говорил. Да, это более безопасно. Еще варианты, друзья, еще варианты. Это немножко отступление. Еще варианты, где Бог разговаривал через людей с другими людьми. Петр на крыше. Что там было на крыше? Тише, тише, Петр на крыше. Да. Это с ним Бог разговаривал, а дальше что происходило?
А что было до этого? Ты меня давай не путай. Ты конкретную историю мне скажи. Петр на крыше. Ну, классно. А с кем он там разговаривал? Давайте, друзья, варианты еще. И что? Это Агав был пророк такой. 21 или 20 глава, где Павел пришел в какое-то место, а там был пророк Агав. Про пояс вспомнила. Симеону? Давай страшные уже не будем, одно страшное место Писания, оно нас будет в тонусе держать. Давайте каким положительные вещи, Бог же не только страшные вещи делает. Давайте, друзья, я вас спрашиваю, вы же все читали Деяния апостола, давайте немножко голову включаем, мышление включаем, память. Ну хорошо, возьмем тоже это место Писания. Он говорит, не бойтесь, не помрете. Я видел только, что корабль погибнет, еда погибнет, а мы все спасемся. Все будет норм, да, как ты говоришь? Это с небес слово Павел говорил людям. И люди получали утешение. А помните историю, когда совершенно даже неверующий, можно так сказать, человек, он был из фарисейского собрания, его звали Гамалиил. Помните эту историю? Учеников хотели в очередной раз побить. 6 глава Деяний апостолов, если я не ошибаюсь. И их притащили для того, чтобы побить Синедрион. И эти синедриниатцы, они были настроены на то, чтобы избить первых христиан. Чтобы там, не знаю, каким-то лишениям подвергнуть этих ребят. И помните, что сказал Гамалиил? Он сказал, давайте, вы выходите пока за дверь. Христианам этим сказал. И потом он к собранию обратился, и он сказал, ребят, если это от Бога, мы не сможем этому препятствовать. А если это не от Бога, то помните одного, второго, который там бунт устроил, и эти люди уже про них никто не помнит, с ними будет то же самое. Согласитесь, Бог говорил фактически через неверующего человека. Да, он был религиозный, но он не был рожден с небес, он не был рожден свыше. Однажды через первосвященника, нечестивого, в принципе, Каиафу, он сказал пророческие слова, потому что тот первосвященник. Пусть один умрет, да, за всех. Он фактически произнес пророческие слова, и через него говорил Дух Божий. Друзья, очень много есть разных историй, очень много разных ситуаций в наших жизнях бывает, когда Бог говорит в нашу жизнь. Знаете, когда мы говорим про то, что Бог разговаривает через людей, это очень близко харизматическим церквям. А вы харизматическая церковь? Я хотел бы, чтобы мы сегодня с этим разобрались. Вот смотрите, если мы возьмем историю, у нас есть некоторая статистика, есть некоторые вытяжки из структуры христианского мира сегодняшнего. Я хотел бы сегодня поговорить о пророческой церкви и о харизматической церкви. И я хотел бы с вами решить, какой церковью мы собираемся быть и в каких вещах мы собираемся двигаться. Открой нам, пожалуйста, статистику, первый, а потом второй слайд. Да. Когда мы говорим про христиан, вот смотрите, это статистика сегодняшняя. Очень простые цифры. Я понимаю, что вот это вот 3 ветви, это достаточно условно. Потому что, например, к православным относятся древневосточные церкви, типа там коптов, сирийской, их тоже туда к православным отправили. Например, к католикам относятся те, которые к папе римскому тоже отношения не имеют, но их тоже к католикам относят. Протестанты – это достаточно разношерстная публика, да, это очень разные церкви. От таких до вот таких, совершенно не похожих друг на друга. Конечно, я понимаю, что в этом, вот во всем списке огромное количество номинальных людей, которые номинально или на основании своего этнического происхождения причисляют себя к той или иной ветви христиан. Но так принято считать. Вот здесь примерно, если мы сложим, около 2,5 миллиардов, где-то 2,4, 2,5 миллиарда людей на земле относят себя к христианству. Где-то треть
всего населения Земли имеет какое-то отношение к христианскому миру. И из всего этого количества людей, где-то 1,5 миллиарда людей заявляют, что они имеют какое-то отношение к какой-то церкви. То есть они ходят в какое-то собрание. И почти 600 миллионов человек заявляют, что каждый день или каждое воскресенье они являются частью какого-то собрания. Давайте мы не будем брать католиков, мы не будем брать православных сейчас, мы поговорим про протестантов, так как мы являемся частью протестантского мира. Вы знали, кстати, об этом? Вы знали об этом? Слава Богу, хорошо с обученной церковью иметь дело. Давай нам другой слайд, пожалуйста. Итак, протестантов можно поделить на 2 группы или 2 подгруппы. Это исторические протестантские церкви, которые начались после реформ Мартина Лютера в Европе. После или в начале 16 века эти церкви все зародились. Там были свои лидеры, там были свои какие-то вожди, которые закладывали определенные основания. Таких протестантов называют исторические протестантские церкви. Сюда можно отнести англикане, лютеране, епископальные, у нас там епископальные, тоже пойдет, епископальные и реформаторские церкви. Это как минимум. Я думаю, есть еще разные деноминации, они более мелкие. Мы не будем об этом говорить. Это исторические протестантские церкви. Хочу сказать, что во многих вещах они все еще похожи на своих старших братьев-католиков, от которых они когда-то вышли. Но в основном богословие их очень схоже с тем, во что мы верим. Очень схоже. Вторая подгруппа – это протестантские конфессии, возникшие в рамках постреформационных движений. Но это уже те, которые вышли из первой волны такого протестантского движения. Это баптисты, сюда еще можно отнести методистов, адвентистов, пресвитерианцев сюда же можно отнести. И потом уже дальше те, которые появились в 20 веке, пятидесятники. Их еще называют в некоторых местах неопятидесятники или харизматы. Вот сегодня я хотел бы поговорить с вами об этой части протестантского мира и решить для себя вообще, кто мы такие. Кто мы такие? Давай, варианты, давайте. У нас минутка ваших вариантов. Давайте, кто мы такие? Неопятидесятники, хорошее слово, такое замысловатое. Давайте еще варианты. Харизматы, нравится мне. Кто? Знаете, мне очень нравилось, я когда уверовал, я услышал от какого-то человека, это был какой-то проповедник, мне кажется, на конференции в Алмате я услышал это. Он сказал, мы полная евангельская церковь. Мне больше это нравится. Знаете, почему полная евангельская? Когда мы открываем Евангелие от Марка, 16 главу, там Иисус говорит такие слова. Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Если мы на этом остановимся, на 1 стихе, который я прочел, мы будем с вами баптистами, лютеранами, методистами, пресвитерианцами, менонитами. Это вот из первой и отчасти из второй категории протестантов. Но дальше он говорит, у веровавших будут сопровождать знамения. То есть в церкви эти знамения будут происходить. Потому что уверовавшие – это наше собрание. Это собрание людей, которые верят в Иисуса Христа. Будут происходить какие знамения? Будут моим именем изгонять демонов. Будут говорить на новых языках. Дальше написано, они будут брать в руки змей, если даже выпьют смертельную отраву, это не повредит им, они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Вот это вот 2 этих места Писания, или 2 стиха, 17 и 18, они уже характеризуют неопятидесятников или харизматов. Изгонять бесов, возлагать руки на больных, говорить новыми языками, верить в духовную войну. Там написано, что мы будем брать в руки змей. Я не думаю, что Христос хотел бы, чтобы мы охотились за змеями и брали каких-то змей и скорпионов. Это другая тема. Наступать на определенных духовных змей и скорпионов.
Что выпьют, если случайно выпьют смертельную отраву, то есть мы верим в чудодейственную, сверхъестественную силу Божию. Вот это то, что характеризует полную евангельскую церковь. Мы не остановились на принятии Христа и крещении водой. Мы пошли дальше, как написано здесь в Евангелии от Марка. Мы не лучше, мы не хуже, просто так исторически сложилось, что мы такие. Знаете, вот есть исторические корни, от которых мы не можем просто взять и отречься. Сказать, я японец. Просто вот напишите мне в паспорте, что я японец. Я отрекаюсь от своих исторических корней. Ты красавчик, но у тебя на роже написано, что ты украинец. Знаете, мы со Стасом, я рассказывал эту историю, да, мы со Стасом идем по Стамбульскому аэропорту. К нему привязались корейцы там быстро. Они там начали с ним общаться, я буквально его на какое-то короткое время оставил, смотрю, они его накормили, напоили, чуть-чуть еще и спать бы уложили. Уже в Сеул пригласили. Они его сразу видели. Знаете, если бы он отрекся и сказал, я не кореец, я русский, они бы сказали, no, ты чего-то не знаешь о себе. И вот мы гуляем по этому Стамбульскому аэропорту, разговариваем по-русски. И мы общаемся, мы выглядим как два русских человека, я и Стас. И, знаете, ко мне подходит человек и говорит, ты украинец, ты с Украины. Я говорю, о, полегче, братан. И не знаю, что сказать. С одной стороны украинец, с другой стороны не с Украины. Он говорит, ты же украинец. Я говорю, ну да, украинец, как ты определен? Он говорит, а по тебе видно, вот здесь написано. Я думаю, Господи, охота в зеркало посмотреть, как он это определил. Знаешь, ты можешь отречься от всех своих корней и сказать, я к пятидесятникам, к харизматам, к неопятидесятникам отношения не имею, я баптист. У тебя ДНК другой. И это неплохо, это просто исторически так сложилось, что ты уверовал в такой церкви, это неплохо. Мы принимаем все церкви, потому что мы часть одного большого семейства, большущей семьи, разной. И знаете, там, например, на небесах будут ребята типа меня в поло, они будут в кроссовках, в поло и в шортиках. Другие ребята будут, например, в красивых костюмах Дольче и Габбана с галстуками. Но это их дресс-код, они также на небе будут расшагивать. Единственное, что мы будем думать, о, братан, тебе удобно в такой одежде? У меня брачные шорты будут. Не гони, она мне говорит, ну ладно, я шучу, друзья, вы же понимаете. Итак, когда мы говорим о том, что Бог разговаривает через людей, вот харизматическое движение раскачало эту тему до крайности. Можете с этим согласиться? В определенном смысле. В определенном смысле я бы сделал сегодня все, чтобы мы больше становились похожи на братьев-баптистов, которые влюблены в Слово Божие, которые скажут всегда, братан, а где это написано? Знаете, чем отличаются сегодня неопятидесятники или харизматы от вот этих вот более старых церквей? Тем, что мы, например, мы движимы чувствами, мы движимы помазанием, мы движимы тем, что нам люди говорят, помазанники такие особенные. Но мы часто очень игнорируем самое главное и самое основное. Слово Божье, на котором я должен стоять, всю информацию проверять, все откровения сверять только со Словом Божьим. И если это не соответствует Слову Божьему, какой бы великий помазанник это ни сказал, как я уже говорил, вот так в кучку эти откровения собирать и в корзину пулять. Я очень сильно хочу, друзья, чтобы мы сегодня поговорили именно с этой стороны о вещах, которые Бог говорит через людей. И я хочу предупредить вас, что есть вещи, которые не Бог говорит через людей, если это не соответствует Слову Божьему, не соответствует Писанию. Так вот, и Духу Писания, да. Так вот, когда мы говорим про нас, драгоценных харизматов, которые, как я уже говорил, полноевангельские верующие, крещены, спасенные, крещены водой, верят в освобождение от демонов, в разрушение демонических сил, которые верят в исцеление, которые верят в сверхъестественные чудеса Божии, это как раз вот мы с вами. Так вот, в нашем движении голос человека довели до крайности. Довели до крайности.
именно в этом движении появилось такое странное изречение, с которым огромное количество церквей носится. И это изречение взято не из Нового Завета, это изречение взято из Ветхого Завета. Когда люди говорят, помазанник сказал, помазанник вот так повелел, помазанник вот так вот направил, или помазанник дал мне это слово, или помазанник сказал мне туда ехать, помазанник сказал мне делать это, помазанник сказал мне выйти за нее замуж или жениться на ней. Прости, пожалуйста, да. Жениться, я путаю эти понятия, просто, ребят, ничего в голову не берите. Помазанник сказал заниматься этим трудом. Помазанник сказал вот здесь дом построить. Помазанник сказал вот за эту партию голосовать. Помазанник сказал вот на этом инструменте играть. Ну и что? Что, например, мне 2 медведя на ухо наступило, потопталось. Мне помазанник сказал, чтобы я на гитаре играл. Раз помазанник сказал, значит все будет хорошо. Сталкивались когда-нибудь с этим? С таким нонсенсом. Когда вот этот голос человека довели до крайности, и голос человека стал громче голоса Слова Божьего и голоса помазания внутри тебя. Я очень сильно хотел бы, дорогие друзья, когда мы думаем сегодня о том, какая мы церковь, я очень сильно хотел бы, чтобы мы думали о себе, как о полной евангельской церкви, которая основана на истине Слова Божьего, и для которого базой, как было, так и осталось Слово Божие. И если сегодня в твоей жизни есть какие-то люди, которые говорят поперек Слова Божьего, какую бы позицию он ни занимал в Царстве Божьем, в теле Христа, в любой церкви, если этот человек сегодня говорит поперек Слова Божьего, будь послушен больше Слову Божьему. Знаете, если вы учили когда-то правила дорожного движения, вы можете сравнить то, что я проповедую в последнее время, с вещами, которым мы покоряемся на наших дорогах. Когда, например, ты подъезжаешь к нерегулируемому перекрестку, когда ты подъезжаешь, чему ты будешь покоряться? Или на что ты будешь опираться, когда ты будешь пересекать этот перекресток? Регулировщик или светофор? Но светофор. Если это регулируемый, чаще всего это светофоры в нашем городе. Если не работает светофор, чему ты покоряешься? Знаком. Но если вдруг по этой дороге кто-то едет и вышел милиционер с палкой, независимо на светофор, независимо на знаки, кому ты будешь покоряться? Регулировщику. Это большая или высшая власть на дороге. Согласитесь? Когда мы сегодня в нашей жизни ориентируемся на какие-то вещи, как нам жить, как нам поступать, что нам делать, и мы подъезжаем к этому перекрестку, и там есть человек, который нам говорит, на этом перекрестке надо вот так поступить. Это типа, знаете, это типа знака, но выше знака есть светофор, если он работает. Выше светофора есть милиционер. Точно так же выше человека есть помазание или откровение, которое лично тебе Бог сказал. Знаете, когда к Павлу пришел этот пророк Агав, это был человек с небес. И он сказал, вот тот человек, чей этот пояс, его вот так вот свяжут, и вот с ним вот так вот поступят в том пути, куда он пойдет. Это 21 глава Деяний апостолов, если я не ошибаюсь. И все люди стали отговаривать Павла. Все стали отговаривать. Но Павлу-то уже до этого Божье помазание однажды. И Божье слово однажды вот здесь было сказано. И оно больше, чем то, что говорят люди. И он, независимо от того, что его упрашивала целая церковь, его упрашивали помазанники Божии, он сказал, нет, ребят, я пойду делать то, что было открыто мне Божьим помазанием, и то, что я знаю для себя из Слова Божьего. Итак, Слово Божие – это самый главный голос в нашей жизни. Второй по значимости, я не зря поставил наши вот эти вот, учения или проповеди в таком порядке. Второй по значимости – это твое личное отношение с Богом и те откровения, которые ты черпаешь от Духа Божьего. Третье по значимости – это то, что люди тебе говорят, но люди могут сказать тебе в подтверждение.
Люди могут сказать тебе то, что ты уже понимал из Слова Божьего, и то, что ты уже имел как откровение с небес от Духа Святого. Скажи, люди говорят в подтверждение. О, люди говорят в подтверждение. Я думаю, Анания и Сапфира, они внутри переживали вот это состояние, когда Дух колотил внутри и говорил, не делайте этого, не дурите церковь Божию. Когда помазание Божие останавливало их, они потеряли мир. Они внутри имели вот это, вот, знаете, когда ты делаешь что-то неправильное, внутри такое неприятное, трепетное, скорбящее такое чувство, такое вот. И они это переживали. И Петр, он всего лишь сказал то, что уже было произнесено в их сердцах Духом Божьим. Знаете, харизматическая церковь сегодня, к сожалению, она ушла далеко, и она поставила третье по значимости на первое место. И, к сожалению, сегодня голоса некоторых помазанников, они громче голоса Слова Божьего. Голоса некоторых помазанников, они вопреки помазанию Духа Божьего, который есть сегодня внутри Божьего народа, внутри Божьих людей. Сегодня эти помазанники, они заняли такую роль людей, которые должны управлять жизнями или судьбами людей. И знаете, что произошло? Первое послание Тимофею, там написано так, что нет никакого сегодня посредника между человеком и Богом, кроме кого? Кроме Иисуса Христа. В чем беда вот этих помазанников? В чем беда людей, которые заняли место Бога? А в том, что между тобой и великим Богом появился какой-то посредник. И когда, например, тебе надо сделать какое-то решение, ты идешь к этому посреднику и говоришь, помолитесь за меня, Андрей Владимирович. Или там Айнура Айбековна. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Я же знаю, вы помазанник Божий. Ой, такой трепет. Потом, когда на том месте, где за тебя помазанник Божий помолился, ты 4 дня пол не моешь, обходишь это место. Здесь помазанник стоял. Мы до крайности довели эти вещи, и мы стали похожи на людей, которые придумали для себя посредников между нами и Богом. А так легко жить. Это удобно. Помните евреев, которые сказали, Моисей, братан, давай ты будешь вот человеком, который с Богом общается, а мы вот здесь в сторонке, мы на эту гору не пойдем. Ты там побудь, пообщайся, принеси, расскажи. Ты нам говоришь, что Бог сказал, и от нашего имени будешь с Богом разговаривать. Но изначально так не было у Бога в планах. Знаете, чем сегодня, я бы сказал, отвратительно харизматическая церковь? Тем, что основная категория людей в зале сидящая, она сидит и не заботится о том, чтобы самим слышать Бога, не заботится о том, чтобы узнать волю Божию о себе из Писания, не заботится о том, чтобы получить слово, что нужно делать, чтобы прорваться там или здесь. Просто я пойду послушаю помазанника, я пойду задам ему вопрос, и в крайнем случае я попрошу, чтобы он на меня руку положил. Ребят, это не библейская схема. Библейская схема сегодня, чтобы мы стали пророческой церковью. Знаете, что это такое? Это когда ты и я, мы напрямую скреплены с головой. Покажи это место Писания. Ефесянам 4 глава. Там написано так, что церковь, она должна говорить с любовью истину. И мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой. Кто там глава церкви? Помазанник. Он помазанник. Реально, его имя переводится как помазанник. Христос – это не фамилия, друзья. Иисус Христос – это тот, который спасает, помазанник с небес. И вот Библия говорит, что Он глава церкви, не я. Не какой-нибудь главный апостол, не старший пастор, не какой-нибудь важный дяденька, который начал, 15 разных церквей. Иисус Христос, единственный, глава церкви. Это отвратительная вещь, которая пришла в харизматическую церковь. И люди заменили главу Иисуса Христа, они заменили собой.
И они стали во главе. И без их ведома, без их какого-то разрешения, без их какого-то высказывания какой-то позиции, люди не могут слышать Бога. Они не могут строить свою жизнь с Богом, потому что надо узнать, как говорит помазанник. И дальше, 16 стих. Благодаря главе все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Как созидается и возрастает тело Христа, друзья? Когда я соединен с головой, ты соединена с головой, ты соединен с головой, ты получаешь откровение через чтение Писания, ты получаешь откровение, общаясь с Богом, ты получаешь откровение, назидаясь в общении с другими братьями и сестрами. Через это мы растем, и через это церковь возрастает, и через это церковь созидается и строится в любви Божией. Можешь на это аминь сказать? Мы придем к этому, Алиночка, мы вернемся к дарам Духа Святого, мы вернемся к дарам Отца, мы вернемся к дарам служения. Это тема другой проповеди. Но вот здесь это важная тема. Я хочу, чтобы мы были в каком-то смысле, в каком-то понятии не харизматической церковью. Чтобы мы сегодня отказались от этих, знаете, вот чем отличаются сегодня харизматические церкви от любых других церквей? Тем, что у них есть великий вождь какой-то. Великий вождь. Книги этого вождя читают, проповеди только этого вождя смотрят. В рот этому вождю заглядывают. Этого вождя за честь пригласить домой. И этот вождь для них, это, знаете, вот есть Иисус Христос, а этот вождь чуть-чуть выше Иисуса Христа. И я видел реально, когда, например, ты общаешься с какими-то людьми и говоришь, надо вот это. Кто сказал? Я говорю, Слово Божие так говорит. А потом ты ему скажешь, да не Слово Божие, старший пастор такой сказал, ага. И реакция другая, потому что там живет вот это состояние, что вождь это немножечко выше, чем Слово Божие, чем Иисус, чем еще какие-то вещи. Я очень сильно хотел бы, чтобы мы от этого отошли, друзья. Я очень сильно хотел бы, чтобы мы сегодня чтили друг друга, ценили те дары, которые есть друг у друга, и понимали, что вместе мы сегодня Божья семья, где глава Иисус Христос. Я сегодня всего лишь руководитель церкви. Я человек, который не просто, знаете, это многие думают, пастор это как граф. Это вот ему дали, да, Монте-Кристо, ему дали, как это называется? Не поместье. Да нет, как эта штука называется? Граф. Не чин, ну как-то... Титул. Титул. Вы знаете, вот, например, в церкви есть ребята титулованные, есть апостолы, вау. Есть старший пастор, вау. Есть пророк. Я пророк, называй меня пророк Денис. Это знаете, как граф Швидко. Это титул обязательный, который необходимо сказать перед тем, как назвать тебя по имени. И когда тебя просто назовут Швидко, ты такой, чё? Ты чё? Ну-ка давай еще раз. Швидко Денис, чё? Вот. Титул. Ребят, это не титул. Я сегодня всего лишь в позиции человека, которого Бог призвал для каких-то вещей. Завтра Он меня призовет к чему-то другому, и меня не будет здесь. А вы останетесь, церковь будет, глава будет, связь с главой будет, связь внутри церкви будет. Просто так, на всякий случай. Стамбул. Я сегодня хотел одеть футболку Levi's Стамбул. Алина говорит, не надо. Мы когда о пророческих вещах поговорим, мы будем с такими футболками ходить. Друзья, вы понимаете же, да, о чем я говорю? Это не значит, знаете, вот некоторые люди кинулись в другую крайность. Ай, мы уже видели этих помазанников. Ты кто вообще? Там, чмо нам, типа, подвинься. Нет, ребят, я не говорю сегодня о том, чтобы мы не почитали и не уважали служителей, которые трудятся для нас. Писание, весь дух Писания говорит, почитайте, смотрите на их жизнь, смотрите на их кончину. Слава Богу, я еще не кончился, но смотрите на их веру, подражайте, принимайте, учитесь, принимайте этих людей как наставников в свою жизнь. Почтение никто не отменял, уважение никто не отменял. Но ставить выше Слова Божьего слова этих людей – это очень опасный путь.
Очень опасный путь. Одна вещь, о которой я еще хотел бы сказать наравне с помазанником. Когда мы говорим о помазанниках, я хотел бы, чтобы ты вспоминал 2 Коринфянам 1:21, 1 Иоанна 2 главу 20 и 27 стихи, где написано про тебя, что ты помазанник. Ты помазанник сегодня. Ты помазанник. Ты человек Божий. Положи руку сейчас на сердце, скажи: я помазанник Божий. Я человек Божий. Скажи это о себе. Говори это каждый день. Говори это утром. Потому что, или утром, днем, вечером, неважно. Потому что внутри тебя живет помазание. Здесь внутри тебя Бог создал свой удел. Он избрал тебя. Он сегодня помазал тебя этой силой Божией, помазанием Божьим, чтобы ты служил другим людям. Еще одна вещь, которая вытекает из этого, мы еще поговорим о словах, которых нет в Новом Завете, или которые неправильно истолковывают в Новом Завете. Но вот этого слова вообще нет в Новом Завете, которое в харизматических церквях на ура залетает. Левиты. Левиты, выходите. В смысле? Ну, левиты, выходите. В смысле левиты? Они евреи из колена Левия, что ли? Ну, это певцы. Музыкантики, как в некоторых церквях говорят. Музыкантики. Ой, аккуратно, не сломай. Левиты, слышали когда-нибудь такое слово? Это чисто харизматическая тема. Это в харизматических церквях раскачано наравне с помазанником. Ну, помазанник выше, конечно, чем левиты. Про первосвященника тоже поговорим чуть позже. Левиты! Ребят, левиты, знаете, кто такие? Это ты и я, левиты. Почему? Потому что Бог так сделал, что одно колено во всем Израиле, во всем Божьем народе, оно было посвящено служению Богу. Оно было посвящено для того, чтобы совершать священнодействие перед народом или от имени народа перед Богом. Помните, да, эту историю? Так вот, сейчас написано про тебя и про меня, 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал тебе способность быть служителем Нового Завета. В Новом Завете ты левит. Если уж хочешь кого-то назвать левитом, вон там вставай на входе в наш зал и говори: здорово, левит, заходи, здорово, левит, заходи. Тогда будет правильно. Нельзя сегодня, знаете, вот отколоть какую-то часть людей и сказать: это люди, которые служат Богу, левиты. Нет, левиты – это те, которые были посвящены, чтобы совершать священнодейство. Сегодня твое священнодейство в проповеди Евангелия, в молитве за других людей, в пророчестве, в откровении, которое ты приносишь для других людей от имени Бога. Это твое священнодейство. Это то, для чего мы сегодня до сих пор живем на этой земле, друзья. Это наше видение сегодня быть священниками Нового Завета и проповедовать людям Евангелие. Как только я перестану быть левитом, Господь, забери меня домой на небеса. Потому что моя жизнь становится бессмысленной, пустой. Все, что я начинаю думать, побольше бы денег, побольше бы политического влияния, религиозного влияния. Всякая фигня начинает приходить в голову. Простите меня за это слово, но это правда. Сегодня церкви, которые потеряли видение спасать других людей, быть священниками для этой земли, они становятся людьми, которые занимаются не своим делом. Они занимаются разными вещами с бизнесом, разными вещами с какими-то финансовыми махинациями, пирамидами, с каким-то политиканством занимаются. Такое впечатление, будто всех спасли, пришло время для бизнеса, для политики, Бог нас всех призывает на своем месте участвовать. Кого-то в общественной жизни, кого-то в политической жизни, кого-то Бог призывает работать в силовых структурах, кого-то Бог призывает там или здесь, или тут, на своем месте, каким-то образом на что-то влиять. Но церковь сегодня призвана в целом проповедовать Евангелие. И это самое главное, самое важное и самая первичная цель церкви или видение церкви. Аминь.